Рыбкомбинат я там еще не работала. Я там была, когда уже соединение было. Мангишлак, Рыбхолод, флот. Вот тогда я и работала. Я там 12 лет отработала. И вот в 96-м году я ушла на пенсию с МРХФ. Еще МРХФ держался немножко. Так вот, чуть-чуть распадался, но еще держался. Вот я тогда еще уже ушла на пенсию. Как раз только вот началась вот это вот делать списки вот этих вот пенсионный фонд вот только начинался. Это же в 96-м году все начиналось. Вот, ну я здесь уже ушла. Даже я сама не успела вот это вот открыть счет вот этого пенсионного фонда. Я уже на пенсию. Это в 96-м году было. Комбинат это отдельно был рыбкомбинат. А это Мангишлак, Рыбхолод, флот был. Я в отделе кадров работала. Я работала, моя должность была. У меня образования не было, у меня среднее образование. Я была как практик, вот была. Инженер по подготовке кадров и учету военнообязанных. Это моя должность была. Ну, у нас выпускали пресервы, вот такой вот на развес. Потом в баночках выпускали, потом коптили копченую рыбу, такую чистяковую, конечно, лещи. Потом что у нас еще было? Кормовой цех вот было, кормовую вот с моря привозили кильку, сдавали в этот вот в кормовой, это вот отправляли тоже, делали кормовую муку, тоже отправляли вот в разные города, куда уж я уже не помню, но отправляли. Всегда часто вспоминаем. Мы на эти субботники как на праздник шли. Вот. Были субботники, и сами все белили, и убирали, все делали. Конечно, скучаем. А после, конечно, уже как все наработаемся, дастархан всегда у нас. Я родилась 1 июня в 1941 году. 1 июня я родилась, а 22 июня война началась. Мне всего было 22 дня, как я родилась. Здесь я родилась, вот прям вот в этой больнице, вот которая сейчас бывшая инфекционная, она раньше была половина инфекционная, а половина роддом. Вот где роддом был, и вот я здесь и родилась в 1941 году. А родители мои, они сюда приехали с острова Долгий. Остров Долгий, знаете, где был? Вот был такой остров Долгий, там очень много. Оттуда потом он стал, все его стало затоплять, обмелять он стал, и люди стали уже оттуда выезжать. Кто куда, кто вот в Баутино. Вот мои родители в Баутино приехали у нас. Вот здесь стоял еще деревянный дом, вот где сейчас постройка. Этот дом еще привезли с Долгого. На Долгом сколько жили. И еще это самое здесь сколько жили. До 61 года. В 61 году вот построили дом вот этот. Вот сюда уже переехали, а тот сломали, вот построили. В 37 году мы сюда приехали. Дедушка и папа тоже были рыбаки. У нас семья, можно сказать, ну как сказать, рыбацкая или морская. Вот. Муж у меня был капитаном, тоже работал в МРХФ. Сын, один средний сын, он работал тоже, он и сейчас только уже не в МРХФ, механиком работал на судах. Младший самый сын, Царство Небесное, сейчас он умер, вот, он тоже вот когда вначале закончил Каспийское мореходное училище в Астрахани, тоже здесь работал немножко, ну уже здесь совсем немножко, здесь уже МРХФ распался и все. Потом уже пошли в другие. Уже килька никому не нужна стала, нефть всем нужна. В те времена свое, по-своему, хорошее время было. Сейчас это время, как можно сказать, 21 век, конечно, сейчас тоже по-своему тоже. Но сейчас все равно больше, может, молодежь вот это время нравится, а нам лучше нравилось то время, в которое время мы жили.
Ну, каждый по национальности же, вот именно сколько сколько казахов, сколько там русских, сколько, сейчас я уже не помню, сколько киргизов, узбеков. Ну, все национальности, вот сколько национальностей, из Молдаваны, и Украины, из Украины были, из Белоруссии, и с Киргизстана. Ну, Казахстан, это, естественно, как наш Казахстан. Вот, и с России. Ну, со всего Советского Союза, сколько было национальностей, столько у нас и было людей. Мы всех принимали.